Добрый вечер. В студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. И время поговорить о самом главном и о самом ценном в нашей жизни. Вы, наверное, догадались, речь пойдет о здоровье. Говорить на эту тему в экономической программе почему-то не особенно принято. А зря, по-моему. И дело даже не в том, вернее, не только в том, что все эти вопросы тесно и непосредственно связаны между собой. Здоровые кадры и производственные успехи, передовые технологии и полноценный отдых персонала. На тему здоровья и его ценности меня еще раз натолкнула ситуация с пандемией. Хотим мы того или нет, мы будем к ней возвращаться, к этой эпидемии, которая условно разделила нашу жизнь на «до» и «после». Пандемия заставила переосмыслить многое в нашей жизни, в том числе значение системы здравоохранения. Как говорил писатель Денис Фанвизин, цена здоровья ощущается после болезни. Сегодня, когда ситуация в России и в Татарстане постепенно нормализуется, приходит в привычное русло, есть возможность сделать выводы, пусть промежуточные, но итоги. Во-первых, мы убедились, что эпидемии можно противостоять. Мы, по крайней мере, в России четко увидели, что главное – это работать на опережение, изучать и учитывать чужой опыт, грамотно использовать полученный резерв времени. Мы реально много умеем и знаем. Знаем в том числе, как нарастить возможности здравоохранения и промышленности. Это большой и позитивный опыт. Во-вторых, мы доказали, что можем решать задачи повышенной сложности. Наши рабочие, инженеры, управленцы показали, что они могут быстро перенастраивать работу предприятий, могут в сжатые сроки нарастить выпуск средств индивидуальной защиты. И в-третьих, эта эпидемия показала, что российское здравоохранение способно эффективно реагировать на экстренные ситуации. Признаемся честно, до этого были у нас в этом сомнения. Однако мы увидели, традиции, заложенные еще во времена земской медицины и в советский период, никуда не делись. А работа по оснащению больниц и поликлиник современным оборудованием, средствами диагностики дала системный, своевременный результат. И, конечно, это, наверное, один из главных выводов. Мы наглядно увидели, что у отечественного здравоохранения есть опора и сила. Это врачи, настоящие профессионалы, преданные своей профессии люди. Отдельное спасибо, надо сказать, медицинским работникам, которые работают на промышленных предприятиях. В этот сложный и трудный период они сделали все возможное, чтобы наши стратегические производства работали непрерывно, стабильно и с полной отдачей. Этот опыт также обязательно пригодится нам в будущем. И сегодня в нашей программе «Реальная экономика» мы подробно расскажем и об этом опыте, и о том, как работает система здравоохранения, охраны здоровья работников компании «Казань Оргсинтез». Смотрите в этом выпуске. Испытание ковидом. Как его прошел «Казань Оргсинтез». Как была организована работа медицинских учреждений и предприятий в этот непростой период. Расскажем подробно. На страже здоровья работников химических производств. Что включает в себя такое понятие, как медицинское обслуживание компании «Казань Оргсинтез». И что такое программа «Здоровое предприятие» в нашем репортаже. Смелые, грамотные, ответственные. Врачи ПАО «Казань Оргсинтез». Истории людей, которые нашли свое призвание и предприятие в программе «Реальная экономика». Почему опыт работы разных регионов, предприятий в период пандемии так важен и так полезен? Да хотя бы потому, что он уникален, этот опыт. Ну, действительно, как была сформулирована задача руководством страны и республики? Мы все это хорошо помним. Сразу было заявлено, на первом плане должен быть человек, его жизнь, здоровье, благополучие. Поэтому главное – сберечь людей, все остальное приложится. Это ключевое и общее для всех правило. Тем не менее, ситуация в регионах складывалась по-разному, поэтому единого шаблона, как действовать, чтобы противостоять эпидемии, не было.
Татарстан для себя определил, нужно максимально сохранить работоспособность ведущих предприятий и их коллективы. Экономика даже в этот трудный период не должна угасать. По крайней мере, это касается стратегических производств в энергетике, нефтехимии, химии, машиностроительной и оборонной отрасли, пищевой промышленности. И Татарстан эту задачу успешно реализовал. Скажем, один из отечественных лидеров химической промышленности «Казань-Оргсинтез» не останавливался ни на один день. Предприятие работало в привычном для себя ритме, не снижая, а где-то даже наращивая объемы производства. Это стало возможным в том числе благодаря тому, что все подразделения и службы «Казань-Оргсинтеза» действовали слаженно и четко. Особая миссия лежала на медицинских работниках предприятия. Ситуация, в которой с объявлением пандемии оказался не только «Казань-Оргсинтез», но и вся химическая промышленность и весь мир, уникальна. До этого момента каких-то конкретных прописных правил, как действовать в таких условиях, просто не было. Были лишь рекомендации Роспотребнадзора. Поэтому компании пришлось действовать где-то интуитивно, а где-то опираясь на имеющийся опыт. Сработали оперативно, а по некоторым пунктам и на опережение. Как только в конце января был закрыт Ухань, в ПАО «Казань-Оргсинтез» стали более пристально обращать внимание на ситуацию с новым вирусом. В феврале был создан оперативный штаб под руководством генерального директора Фарида Минигулова, в состав которого вошла вся дирекция, руководство отдела кадров и главный врач медсанчасти. Сразу же нашими внутренними документами еще в феврале запретили все наши зарубежные командировки, запретили заезд всех иностранных специалистов. Также на опережение, скажем так, рекомендациям нашего Роспотребнадзора они рекомендовали отправлять на двухнедельный карантин всех прибывших за пределами РФ. Мы же здесь еще включили тех, кто возвращался за пределами Республики Татарстан. Это были наши сотрудники, которые возвращались с командировок, которые возвращались с обучения, с каких-то там практик. Еще одна мера, которая помогла отсечь потенциально зараженных. Сотрудники, отсутствующие на работе более 5 дней, по возвращении должны были предоставить 2 паспорта – российский и зарубежный. Таким образом, на предприятии могли убедиться, что работник не покидал пределов России и не был в потенциально опасной местности. У нас единственная оставалась категория работников – это наши водители, которые ездили за определенным грузом, который по-другому мы никак не могли провести. Для них мы тоже нашими внутренними правилами разработали определенные мероприятия, как они должны были себя вести на период командировки. То есть мы им стали выдавать костюмы химзащиты. На проходных ПАО «Казань-Оргсинтез» были установлены тепловизоры, которые в автоматическом режиме измеряют температуру входящих. Это современное оборудование позволяет охватить до 15 человек одновременно. Были введены рекомендации Роспотребнадзора, сделана разметка социальной дистанции на полу, проводится постоянная уборка с дезинфицирующими средствами, а в автобусах, которые перевозят сотрудников Оргсинтеза, санитарная обработка проводится до 5 раз в день. На каждом рабочем месте созданы все условия для безопасности. Все сотрудники снабжены масками, перчатками, антисептиками. Одной из дополнительных мер защиты стала установка системы активной очистки воздуха. В первую очередь там, где наблюдается наибольшее скопление людей. Например, в операторах, где количество работников от 5 и более. Очищается весь объем воздуха и поверхности предметов в помещении. При поликлинике медсанчасти был организован особый кабинет-фильтр с отдельным входом и выходом. Он позволяет отделить пациентов с симптомами вирусной инфекции от основного потока людей в поликлинике. Таким образом, исключается возможность заражения здоровых сотрудников. Кабинет-фильтр, как и другие подразделения медсанчасти Оргсинтеза, оснащен самым современным оборудованием. Вот, например, пульс-оксиметр, который позволяет буквально в считанные секунды проводить диагностику пациента на дыхательную недостаточность. Первая циферка показывает сатурацию, то есть наличие кислорода в крови. Вот в данном случае 97% кислорода в крови, и вторая циферка – это пульс. Если содержание кислорода в крови снижается менее 95%, 92, 93, мы можем заподозрить наличие дыхательной недостаточности у пациента с какими-то легочными проявлениями, с одышкой, с кашлем, и тогда, возможно, потребуется уже госпитализация пациентов в стационар для выявления возможной наличия пневмонии или тяжелой вирусной инфекции. На втором этапе борьбы с ковид приступили к тестированию сотрудников.
Руководством было принято решение, что, несмотря на значительные финансовые затраты, через эту процедуру должны пройти все работники, поскольку довольно часто встречаются бессимптомные случаи. Проходит осмотр медицинской системы, то есть температурный контроль, осмотр общего состояния. И далее пациент направляется в процедурный кабинет, где уже производится забор венозной крови на антитела иммуноглобулин G и иммуноглобулин М. То есть иммуноглобулин G он показывает, то есть болел человек уже, то есть перенес заболевание, а М уже показывает именно вот на данный момент болеет. Подобный тест, забор крови для анализа, проходит ежедневно около 300 человек. По 50 человек от каждого из заводов ПАО «Казаньоргсинтез». Сейчас на «Казаньоргсинтез» работает 8638 человек. На момент проведения съемок этого сюжета было проведено свыше 8000 тестов на антитела. Таким образом, были предприняты все возможные меры по выявлению бессимптомных носителей вируса. Отдельно стоит упомянуть еще об одном моменте. Четкая стратегия по внедрению мер профилактики ковид коснулась буквально всех сфер жизни предприятия. В том числе и тех, кто остался дома и нуждался в поддержке. Для них была организована доставка обедов и продуктов питания. Профсоюзной организацией «Казаньоргсинтез» была проведена адресная поддержка ветеранов труда, которые в силу различных причин не имеют детей или близких родственников. Ведь людям старшего поколения в возрасте 60+, как никому другому, нужна непосредственная помощь. В связи с этим первичная профсоюзная организация совместно с руководителями тех заводов, где ранее эти пенсионеры трудились, в качестве волонтеров выезжали по адресам для доставки продуктовых наборов. Свою социальную ответственность в компании ощущают в полном объеме, не только в вопросах, касающихся родного предприятия. Здесь хорошо понимают, в условиях пандемии в поддержке со стороны крупного бизнеса особенно нуждается медицина республики. «Казаньоргсинтез», как и другие предприятия группы «Таиф», начал снабжать татарстанские больницы средствами защиты для борьбы с COVID-19. На выделенные средства медицинскому персоналу республиканской клинической больницы было закуплено 1200 костюмов средств индивидуальной защиты. Вот. Это в первом этапе. Во втором этапе сейчас планируется также закупка медицинскому персоналу республиканской больницы 700 костюмов средств индивидуальной защиты. На «Оргсинтезе» сделано очень много. Мы не сравнивали себя с другими. Мы шли как-то своим путем. Но здесь, конечно, и в сторону наших работников хочется сказать слова благодарности. Все-таки их социальная вот эта ответственность, их правильное восприятие вот этой проблемы, оно здесь тоже, я считаю, сыграло. Общими усилиями ПАО «Казаньоргсинтез» удалось пережить самое напряженное время особого режима, причем без потери объемов производства, а по некоторым видам продукции даже увеличить показатели. А главное – обезопасить людей – главный ресурс любого предприятия. Очень важно отметить, что в этот трудный момент в Татарстане в целом и на таких предприятиях, как «Казаньоргсинтез», не было растерянности. А напротив, как это бывало уже не раз в нашей истории, трудности нас сплотили, заставили быть более собранными и ответственными. И как результат на том же «Казаньоргсинтезе» смогли дать достойный ответ на вызов колоссальной сложности. Почему это стало возможным? Это показатель серьезной и системной работы. ПАО «Казаньоргсинтез», входящая в группу компаний «Таиф», в Татарстане считается одним из лучших по условиям труда и социальной защищенности своих работников и их семей. Отметим, это не только достойная зарплата и лучшие условия труда. Это еще и забота о здоровье работников. Завод органического синтеза был заложен в Казани более 60 лет назад на волне индустриального бума, охватившего страну. И уже тогда было ясно, людям, работающим в тяжелых производственных условиях, необходимы будут объекты социальной сферы. Практически сразу, параллельно с запуском первых производств, велось и строительство санатория-профилактория. Полвека назад он начал принимать первых пациентов, войдя в состав медико-санитарной части «Оргсинтеза». Этот факт – свидетельство исторически сложившейся заботы «Казаньоргсинтеза» о своих работниках. За прошедшие десятилетия и на самом предприятии, и в жизни его медсанчасти произошли огромные изменения. Оборудование, которым может похвастаться далеко не каждое медицинское учреждение республики, инновационные методы диагностики, оздоровления и профилактики, грамотные специалисты, одни из лучших в своей области. Все это сегодня имеется в распоряжении работников ПАО «Казаньоргсинтез», причем буквально в 2 шагах доступности на территории родного предприятия.
На сегодняшний день в структуру медсанчасти ПАО «Казань Оргсинтез» входит поликлиника на 250 посещений в смену, 2 здравпункта, 6 цеховых врачебных участков. Работает дневной стационар на 12 коек. Работники Казанского оргсинтеза могут получать здесь самые разнообразные процедуры на новейшем медицинском оборудовании. Настоящей жемчужиной здоровья долгие годы по праву считается санаторий-профилакторий оргсинтеза. Здесь представлено практически все имеющееся на вооружении у современной медицины. Физиолечение, ингаляции, массажи, грязевые обертывания, лечебные ванны и многое другое. У нас есть все условия, чтобы наши работники были здоровыми. У нас ежегодно проводятся периодические медицинские осмотры, это полные. У нас проводятся кардиологические осмотры, у нас проводятся онкоосмотры. Мы смотрели мужчин по мужской линии, женщин по женской. С 2020 года мы расширили спектр онкомаркеров, то есть по крови мы уже более глубже стали смотреть и на желудочно-кишечную проблематику, и там пищеводы, гортани. То есть как бы полностью делаем полный скрининг по онкомаркерам. С наступлением 2020 года на Казань Оргсинтезе стартовала программа «Здоровое предприятие». Само понятие здоровья в рамках этой программы рассматривается как совокупность физического, душевного и социального благополучия человека. Будет расширен состав узких специалистов, принимающих пациентов. Предполагаются изменения в списке медицинских услуг в сторону увеличения. Получить профессиональную помощь станет проще. Врачи – наши герои, и это сейчас очевидно как никогда. Успех в противодействии ковид – их большая заслуга. Пандемия, конечно, закончится, но это для нас с вами. А для врачей борьба, в том числе за наши жизни и здоровье, продолжится. Мы это сейчас отчетливо понимаем. Это реально люди героической профессии и очень грамотные, преданные своему делу специалисты. Подробнее о героях, которые всегда среди нас, Алена Мартынец. Жаркие в буквальном смысле дни добавили работы медикам оргсинтеза. В день съемок этих кадров термометр на заводской остановке показывал плюс 36. Но что бы ни случилось на производстве, на страже здоровья работников общества всегда стоят опытные специалисты медико-санитарной части. Эти врачи заводской скорой только что вернулись с вызова. Работнице стало плохо, подскочило давление. Ничего страшного, оказали помощь, привезли ее в медсанчасть. Диана Хасанова свою специальность выбрала не случайно. Оба ее деда были врачами. Один из них, фронтовой врач, и его старший сын, тоже доктор, погибли во время Великой Отечественной. В медицину пошел и ее двоюродный брат, специализируется на онкологии. Он, в принципе, меня и всему научил в свое время. Когда я еще училась в институте, он мне показывал навыки практические. Я работала вместе с ним медсестрой. Сначала работала медсестрой, училась в институте. Потом уже меня взяли на работу врачом-интерном, и так вот дальше продолжалось. Врачом Диана Шамилевна работает уже 24 года. В целом же ее медицинский стаж составляет 31 год. Но еще с детства у маленькой Дианы была еще одна привязанность. Папа и мама работали на казанских заводах, и девочка с ранних лет любила слушать рассказы о заводской жизни. Могла ли тогда думать Диана, что в ее судьбе переплетутся обе семейных ветви – медицинская и заводская? Вот когда были юбилеи или какие-то праздники, они приходили к нам, мы накрывали стол. Мама у меня работала на компрессорном заводе, она по суткам работала. И мне было ее как-то сочувствовала я ей, потому что она то ночью работает, то днем работает. Высыпалась, а мы дети маленькие, мама там, как там это решается, не давали ей спать. О том, как непросто приходится людям, работающим на производстве, Диана Шамилевна знает не понаслышке. И сейчас, трудясь в медсанчасти ПАО «Казань Оргсинтез», она всегда внимательно и чутко относится к своим пациентам. А дома ее ждет семья, целых 3 мужчин, 2 сына и муж. Старший уже ведет самостоятельную жизнь. Младший сын буквально в эти дни оканчивает школу, сдает ЕГЭ. Со своим выбором уже определился, собирается поступать в мединститут. Так что продолжателей медицинской династии в этой семье станет больше. Ольга Олеговна Мишина, заведующая физиотерапевтическим отделением, с увлечением показывает нам оснащенность своего отделения. Аппараты вибромассажа нижних конечностей. Здесь воздействие прежде всего на мелкие суставы стоп. Здесь происходит массаж и рефлексогенное воздействие на наиболее активные точки и на болевые точки стоп. Чаще всего назначается при артрозе мелких суставов стоп.
Доктор рассказывает, как поразило ее после городского стационара, где она прежде работала, современное оборудование медико-санитарной части ПАО «Казаньоргсинтез». Как заботятся акционеры о здоровье своих сотрудников, видно без лишних слов. Рассказывая о собственном пути в медицине, Ольга Олеговна вспоминает, хотела быть рентгенологом, поскольку всегда нравилось работать с аппаратурой. Но в ординатуре, куда способная студентка поступала после окончания института, не было места по рентгенологии и лучевой диагностике. И как альтернативу ей предложили специализацию по физиотерапии. Говорит, что ни разу не пожалела. Общий стаж физиотерапии – 34 года. Люди приходят с достаточно большим ограничением после иммобилизации. И начинаешь применять более активную физиотерапию, и видишь результат своего труда, а главное – улучшение качества жизни пациента, безусловно, тогда и радуют результаты, и радуют взаимоотношения с пациентом. Любовь к людям – это определяющее качество для профессии врача, считает доктор Мишина, поскольку налаженный контакт с пациентом дает львиную долю успеха в его лечении. А вот свободное от работы время, признается Ольга Олеговна, она любит рисовать картины по номерам и отдыхает душой со своими цветами. Ой, я цветовод. Я люблю цветы, я очень активно их выращиваю. У меня даже на балконе розы растут. То есть определенные сорта роз, которые можно выращивать и на патио, и, соответственно, и на балконе, и на даче у меня активно растут цветы. Врач-кардиолог Семен Григорьевич Малишевский профессию свою выбрал еще в раннем детстве. Уже где-то, наверное, с 1 класса я уже точно решил, что собираюсь стать врачом и помочь людям сохранить здоровье, ну и чтобы как можно больше людей было на земле, которым я смогу принести пользу. А вот со своей специальностью доктор определился не сразу. Получив диплом терапевта, поступил в ординатуру и спустя 2 года решил углубиться в кардиологию. Это действительно очень интересная наука. Вроде бы небольшое сердце, а там столько нюансов. В одном только сердце миллион разных клеток, которые выполняют совершенно разную работу. То есть это не только насос, это еще орган, который гормоны вырабатывает. С Казанским оргсинтезом пути доктора Малишевского пересеклись 7 лет назад, в 2013-м. Он пришел работать кардиологом в санатории-профилактории. А весной 2020-го, когда на мир обрушилась пандемия COVID-19, именно доктор Малишевский возглавил тот самый особый кабинет-фильтр медсанчасти оргсинтеза. Именно он сейчас первый врач, с которым сталкивается потенциально зараженный пациент. При этом каждый из пришедших может быть уверен – все будет хорошо. Как уверен в этом сам Семен Григорьевич, многодетный папа. На Казанском оргсинтезе делается все для того, чтобы сотрудники возвращались в свои семьи здоровыми. Семья у нас очень большая, дружная. У меня всего 6 детей, 3 мальчиков, 3 девочек. Старший сын пошел по моим стопам. Он сейчас закончил 2-й факультет медико-профилактического факультета, учится в медицинском университете. Так что я надеюсь, что он со временем станет хорошим эпидемиологом и позволит нам предотвратить распространение эпидемии в будущем. На этом у нас все. С вами была программа «Реальная экономика». Я Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век». До свидания.